Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Наступил 2018 год, это выборный год. Я не имею в виду выборы президента России, а имею в виду выборы республиканского уровня, то есть выборы главы Ингушетии. Обычно выборный год, он всегда сулит разным предвыборным волнением, конкуренции, выдвижением разных кандидатур, но это в цивилизованном обществе, разными притягиваниями избирателей в свой стан, обещаниями разными, там, золотые горы, богатства в случае победы. У нас в республике все тихо, спокойно, вот, хотя выборы в этом году должны состояться. Но за это мы должны благодарить, в кавычках, людей, которые побоялись пойти на выборы, доказать нам таким образом, что они достойны возглавить ингушский народ. И мы должны в том числе благодарить местных депутатов Ингушетии, местного парламента, которые не посчитались с нами всеми, с нашим народом. Ну, естественно, они знают, что за них не голосовали, соответственно, и считаться с народом не надо. Соответственно, надо считаться с тем, кто их утвердил, кто одобрил их кандидатуру и так далее. Поэтому мы должны дружно все, весь ингушский народ, поблагодарить вот того, кто отказался от прямых выборов, и местных депутатов, которые это поддержали. Ну, все это было построено, якобы там был подготовлен хороший, срежиссирован хороший спектакль под названием «Съезд народа», тоже в кавычках. И там сидели все эти депутаты, в том числе сидели духовные лица, которые сегодня выступают в качестве защитников народов, выступают за справедливость и так далее, поднимали руки многие, и никто даже не выступил против. Я имею в виду вот этих людей. Есть другой момент, который ингуши пропустили из виду, не стали анализировать. По крайней мере, я вот наблюдал за социальными сетями, у нас в основном население активно там, молодежь активно там. Было очень мало аналитики, анализа событий, которые происходили рядом с нами в Дагестане. Я имею в виду назначение в качестве исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева. Человека, который вообще не имеет отношения к Дагестану, ну, не относится к тем, кто там жил и так далее, и знает, что происходит там. На самом деле это очень серьезный посыл Кремля, поскольку политика, генеральная политика, линия, по которой все эти годы действовала федеральная власть по отношению к народам Северного Кавказа, она резко в один день сменилась. Никто этого не ожидал, даже эксперты по Северному Кавказу были шокированы просто. Я помню, как в одном из выступлений Владимир Путин говорил, что распределение должностей в Дагестане, то есть распределение именно распределение между разными национальностями должностей высших, это правило, закон, табу, и который, если нарушить, то можно столкнуться с дестабилизацией. То есть это обыкновенная поддержка, если мягко сказать, лояльных элит, в данном случае дагестанских элит и кланов. И раз Москва ставит человека, который не относится ни к кому, ни к элитам, ни к кланам, ни к республике, то я думаю, что это очень серьезное решение, посыл. Это на самом-то деле ингушам надо очень серьезно отнестись к этому. Это очень подозрительная ситуация. И мы, жители Ингушетии, особенно общественно-политические силы, общественные институты, общественные деятели, должны думать, анализировать и сделать соответствующие выводы. Хотя депутаты этого никогда не сделают, поэтому мы этим должны заняться. Конечно, мы не Дагестан с десятками национальностей, и таких серьезных политических кланов и элит у нас нет, которые имеют финансы, я имею в виду, и сильные лобби, так сказать, в башнях Кремля.
У наших ингушских чиновников лобби находится здесь рядом, по соседству. Они им помогают, советуют, помогают держаться у власти, они здесь рядом. Но мы видим, что даже такой сложный регион, как Дагестан, огромный Дагестан, просто проглотил и смирился с этим назначением. Это очень удивительно. Что тогда говорить о нашей республике, где сидят неавторитетные маленькие ворюги с маленькими ручонками, которые тоже представляют себя в качестве каких-то политических элит перед Москвой, хотя на самом деле они таковыми не являются. У них здесь в республике нет никакого авторитета, уважения, даже в своих тейповых кругах они просто покупают должности, здесь своруют, там отдадут снова какую-то должность. Нельзя не допускать, что к нам в республику могут назначить не ингуша. Хотя мы мононациональная республика, а здесь в большинстве ингуши живут, это вполне возможно. Но лично мое мнение, и думаю, большинство ингушей меня поддержат, что в нашем случае должен главой республики быть ингуш. Это должен быть, это не значит, что любой ингуш должен, это должен быть порядочным, не коррумпированный, хорошо знакомый с состоянием и положением дел в республике. Главное, самое главное, он должен быть выбран народом на прямых всенародных выборах. Это мое мнение. Но в то же время ингуши не являются националистами. Я не в этом формате имел в виду, что обязательно ингуш должен быть. Любой, будь это русский, татарин, башкир, он должен быть, он имеет право участвовать на всенародных выборах, доказать, что имеет право быть главой Ингушетии, поскольку если за него проголосуют, значит он имеет право быть, возглавить этот народ. Безусловно, любой, кто победит на выборах Ингушетии, какой бы национальностью он себя не относил или не относился, нам лучше человек, который относится к своей работе ответственно, не занимается коррупцией, не занимается обогащением своей семьи, что мы всегда видим, друзей, борется с произволом чиновников. Это такой человек 1000 раз, какой бы национальности он не принадлежал, 1000 раз лучше, чем тот, кто ворует миллиарды, занимается кумовством, продажей должностей, откатами, даже с маломальских тендеров. И при этом молится, называет себя ингушом, мусульманином, ну, в кавычках имею в виду. Конечно, чем такой ингуш, нам лучше любой другой справедливый и честный глава, который, по крайней мере, будет считаться со своим народом. Я уверен, что депутаты ингушские проголосуют за любого, кого будет рекомендовать Москва, даже если у него вырастут рога или будут видны эти рога издалека. Мы должны, это народ уже должен сказать, что это народ, мы не должны полагать на парламент, это 100%. Народ должен сказать, что нам не нужны прокуроры, римские прокуроры, которые направляются в дальние провинции, как это было в древние времена, которые не знают ни региона, ни местных обычаев, не знают состояние дел. Но в царское время так направляли генерал-губернаторов. Было бы здорово, если бы нам, самим жителям Ингушетии, позволили выбрать себе главу на прямых всенародных выборах. И не обязательно это должен быть ингуш. Я, например, уверен, что любой может выдвинуться в качестве кандидата в депутаты. Мы, если можем голосовать за депутата Госдумы, если можем выбирать себе президента России, соответственно, мы должны выбирать себе и главу республики. Почему я говорю, что не обязательно это должен быть ингуш? Почему я такой пример привожу? Чтобы люди не подумали, те, кто нас слушает, что здесь что здесь пахнет каким-то национализмом. Вот я уверен, что многие ингуши
в качестве главы республики, кандидата в главы, если были бы выборы, в качестве кандидата, когда должен главы республики, выдвинули бы Максима Шевченко, допустим. Я знаю, что он без сомнения, нет сомнений о том, что он боролся бы против коррупции и полицейского произвола. Он прекрасно знает Северный Кавказ, в том числе проблемы Ингушетии, хотя я сам лично с некоторыми его с некоторым мнением не согласен. Я знаю, что он левый большевик, но в любом случае он и его теперь бывшая супруга всегда они защищали мусульман Северного Кавказа. И лично я считаю его адекватным, честным, порядочным человеком. Думаю, что многие жители Ингушетии за него проголосовали бы, если бы он участвовал в выборах. Но это еще раз доказало бы, что Ингушетия не страдает национализмом. Но если в Ингушетии будет направлен генерал-губернатор, там такое определение этому дадим, без учета мнения жителей Ингушетии, я не имею в виду согласование с парламентом Ингушетии, поскольку это бесполезно. Поскольку они не имеют сами никакого мнения, они делают все, что им говорят сверху. Поэтому парламент мы отсекаем сразу. Если будет назначен какой-нибудь не имеющий отношения к республике человек, то нам всем, жителям Северного Кавказа, нужно готовиться, поскольку просто так Москва не будет направлять людей, которые не имеют отношения к регионам, людей, то нам надо, скорее всего, готовиться к серьезным реформам, которые могут трансформировать всю, возможно, территориально, государственно, общественно-политическое устройство Северного Кавказа. И это очень опасно, нам надо об этом думать. И в завершении хочу сказать, что любой человек, независимо от национальности, если он хочет возглавить любую республику Северного Кавказа, я имею в виду, допустим, Ингушетию, он должен на прямых выборах, на всенародных выборах, получив большинство голосов, доказать свое право, что он может и имеет право возглавлять ингушский народ, кто бы это ни был.